Алейкум, витаю вас, друзья! Сегодня 6 июня 2025 года, 16 часов 30 минут по Берлину, 17 часов 30 минут по городу Джахару. С вами я, Аслан Арцуев, на канале YouTube Reality. Только на канале YouTube Reality. Так, сегодняшний свой стрим я назвал «Маск сорвал маску. Русские угари, но президент Трамп непобедим». Об этом и многом другом давайте поговорим. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, не пишите комментарии, не ставьте лайки, не распространяйте ссылку на наш стрим, так как для вас это небезопасно. Наш канал запрещен на территории фашистской России, я сам объявлен иноагентом, моя организация правозащитная объявлена экстремистской. Поэтому всем тем, кто находится в безопасности, пожалуйста, помогайте нам распространять правду. Итак, о потерях. Сразу же, как обычно, русских боевиков в Украине. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1160 боевиков. 2 танка, 5 боевых бронированных машин, 44 артиллерийские системы, 3 антиаэркрафт системы, 174 БПЛА, 101 автомобильная техника и цистерн уничтожены. С чем я вас всех, друзья, и поздравляю. А также в этот день, священный день для мусульман, я вас всех поздравляю с праздником Гурба. Гурба. Гурб дал обал дуэль ночи дала иман мокшал лахтуэль шун массарна вежери ижери. Дело в том, что сегодняшний праздник, который называется Ид Мубарак или Ид Аль-Адха Мубарак на арабском, или же на турецком Курбан Байрам Мубарак. На чеченском это будет Гурба Мубарак или Гурб Обал Дуэль. Знаете, я пришел к мысли, что все страны, все мусульмане разных народов, разных национальностей по-разному отмечают и разные праздники по-разному называют. Это не значит, что они как-то по-другому отмечают, просто это по-разному называется. И мы почему-то либо на арабском, либо на турецком говорим об этом. Если бы только арабы, турки или другие народы по-своему это все произносили, говорили бы, то мы могли бы соглашаться и тоже все делать на арабском. Но, например, Курбан-Байрам принято тюркское такое использование вот этого названия. Ид Аль-Адха Мубарак. Это по-арабски. А у нас это называется Гурба. И давайте мы, чеченцы, будем говорить Гурба. Гурб Обал Дуэль. Не повторять за турками, за арабами, за другими и так далее. Раз другим можно, почему нам нельзя? И вообще мы должны в этом смысле быть независимыми. Дело в том, что в мире, как мы знаем, Саудовская Аравия, там Египет, другие арабские страны, эти страны используют ислам для манипуляций над людьми. И наши некоторые так называемые богословы постоянно ссылаются на каких-то арабов, на каких-то турков, на каких-то других людей. И они должны нам какие-то фетвы давать, то есть законодательные там указы какие-нибудь. Фетва — это указ, закон, что-то в этом, распоряжение,
что-то в этом смысле. И мы теряем свою субъектность, свою независимость этим самым. К чему мы пришли благодаря вот разным вот этим внедрениям у нас там разных течений мусульманских, мы это уже видим. Мы разобщены, нас превратили в террористов, и сейчас требуются большие усилия, чтобы просто нас не ассоциировали с террористами. Благодаря тому, что Россия сейчас открыла свое истинное лицо всему миру, у нас есть возможность оправдаться, реабилитироваться, так сказать. Но и в этом смысле я считаю, что у нас должен быть наше понимание. Наши люди должны нам толковать, независимые. Они должны сами изучать Коран. Пускай они по всему миру ездят, учатся, но они сами толкуют и сами берут на себя ответственность. Они какие-то там арабские, тюркские, там малазийские или какие-либо другие мусульмане нам будут об этом рассказывать. И то же самое касается, я считаю, и Германии. И здесь, в Германии, проживает 5 миллионов мусульман. И Германия тоже в этом смысле должна себя как-то более независимо себя вести. Но это другая история. Я вас всех мусульмане, всех причастных к этому празднику поздравляю с этим священным праздником. И желаю вам и вашим близким счастья, мира, процветания. Как-то так, друзья, как-то так. Мур обалдуэркшу, короче говоря. И так, сейчас. Так, давайте я сейчас к вашим комментариям перейду. Так, Баванетка, витаю вас. Иркин шалом. По мне это не праздник, чтобы его отмечать. Ну, это твое право, Иркин. Ты имеешь на это право. Так-то Али своего сына давал на пожертвование, когда отрубили голову в последние секунды. Аллах превратил в барашка. Разве это праздник? Асан, как думаешь? Но мусульмане отмечают, мы отмечаем это как праздник. И это вот, ну, такое вот, такие вот события были. И он считается, что нужно сделать в этот день жертвоприношения. У него нечего было принести в жертву. Мы исходим из того, что это было 1000 лет назад. Люди совсем другие были в это время. Понимание у людей было другое. И считается, что он как бы хотел угодить Богу и вот принести в жертву уже нечего было принести и своего сына. Ужасно, конечно, звучит, но так как история имеет, так сказать, хороший конец, Бог послал ягненка, и он уже тогда принес жертву ягненка. Поэтому, ну, такая вот история. Поэтому давайте не будем воевать с религией. Религия, Бог, это неприкосновенно вообще. Каждый человек имеет право, об этом говорит международное право, об этом говорит тысячелетняя наша история. Каждый человек имеет право верить так, как он хочет верить, в кого хочет верить, и пусть верят. Как-то так, как-то так. Мне иногда трудно понять, и необъяснимо как-то, да, понять людей, которые вообще не верят, атеисты. Но они вот имеют на это право. Может, в последний момент Всевышний говорит, что даже можно всю жизнь молиться и в последние секунды своей жизни разгневать Бога, и все твои хорошие деяния могут в последнюю секунду твоей жизни просто улетучиться.
Также можно быть неправедным человеком, можно быть плохим человеком, отвратительно плохим человеком, и в последние секунды жизни просто Бог может его пожалеть и пощадить. Ну, вот такая вот его судьба. И он может быть прощен. В последнюю секунду он перед смертью, может быть, поверить в Бога или еще что-то. Может, он верит в Бога, просто обиделся на Бога и так далее. Поэтому, ну вот как-то так. Это личные вещи, на самом деле, религия, мы так много говорим об этом, хотя, ну, нам навязывают это, и это, ну, как бы, всю историю люди из-за религии больше всего кровь проливали ради Бога, как это не парадоксально, и будем надеяться, что это будет искоренено, что это не должно быть среди нормальных людей. Где мораль тогда в этом? Просто мое мнение. Не знаю, Эркин, мораль поклонения Богу, что самое ценное, что у тебя есть, твой ребенок, и ты готов его отдать ради, если это велит Господь. Вот, наверное, в этом мораль. Ну, это не ко мне. Я другим делом занят. Удалил ты свой комментарий. Ладно, не будем, не будем. Ладно. Так, вітання, Аслан, слава Ичкерии из Украины. Вітаю вас, Максим. Героям слава, слава Украине, слава великому украинскому воину. Только наука, вас, Верунов, очень быстро можно определить, что вы хотите при особом желании. Бобрик, никто не отрицает науку. Науку отрицать, ну, это было бы глупо. Наука – это прогресс, это двигатель человечества. Поэтому ничего плохого в науке нет. А то, что люди верят в Бога, ну, я исхожу из простых принципов. Мы все должны умереть. Откуда-то мы появились на этот свет, правильно? Откуда-то душа наша появилась. Как сформировалось у нас сознание, мышление, и потом мы заканчиваем этот путь и исчезаем из этой жизни. И мне кажется, ну, это отрицать просто невозможно. Мы знаем, что все умрем. Все. Все живое рано или поздно умирает на этой земле. Поэтому очень глупо, мне кажется, быть неверующим. Но это их право. Люди могут это... Может, в последний момент, может, еще не дошли они до этого. Поэтому желаем всем только хорошего мы желаем. Только хорошего. Ну, кроме фашистов и русистов, русских империалистов. Всем остальным желаем всего самого хорошего. Да и им желаем исправиться, стать нормальными людьми. Так, салам всем свободным людям. Салам, брат Асан, салам, брат Эд, салам. Вот видишь, Бобрик, Вася, например, верит в Ахмад силу. Хотя на самом деле, где там сила? Вот он верит в это. Или верит, или назло пишет. Ну, главное, пишет. Как вам, Аслан, вчерашний движ между Трампом и Маском? Куда катится Америка? Максим, спасибо за этот вопрос. Сегодняшний свой стрим, как я уже сказал, Маск сорвал маску, русский в угаре. Но президент Трамп непобедим. Дело в том, что... Давайте предысторию это я расскажу, я немножко подготовился. Конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом, который достиг пика 6 июня, стал одной из самых обсуждаемых тем в русскоязычном и мировом информационном пространстве. Ниже я приведу подробности конфликта. Илон Маск был одним из ключевых сторонников Дональда Трампа во время президентской кампании 2024 года, пожертвовав более $200 миллионов на его избрание. После победы Трампа Маск получил пост главы Департамента эффективности правительства, ДОГЕ.
созданного специально для него в январе 2025 года с целью сокращения федеральных расходов на $2 триллиона. Маск активно участвовал в работе администрации, что привело к слухам о его роли теневого вице-президента. Однако их союз, изначально казавшийся прочным, начал рушиться из-за разногласий по ключевым вопросам. В апреле 2025 года Маск начал критиковать один большой прекрасный законопроект Трампа, который предусматривал расширение налоговых льгот и увеличение расходов, включая оборону и охрану границ. Маск назвал его отвратительной мерзостью, утверждая, что он увеличит дефицит бюджета до $2,5 триллиона и обременит американцев долгом. По данным Axios, Маск ранее лоббировал сохранение субсидий на электромобили Tesla, которые в законопроекте попущение, то есть личная заинтересованность Маска, что стало личной причиной его недовольства. Трамп, в свою очередь, заявил, что Маск сошел с ума и выдохся. Его критика связана с отменой налоговых льгот на автомобили, которые никому не нужны. Трамп также пригрозил отменить все государственные субсидии и контракты для компании Маска, включая SpaceX и Tesla, что могло бы сэкономить миллиарды долларов. Личные амбиции и борьба эго. Маск утверждал, что именно его поддержка обеспечила победу Трампа и контроль республиканцев над Конгрессом. Это вызвало раздражение Трампа, который на пресс-конференции 5 июня 2025 года с канцлером Германии Фридрихом Мерцем публично раскритиковал Маска, заявив, что очень разочарован в нем и что их отношения испортились. Маск в ответ перешел к личным нападкам, обвинив Трампа в причастности к делу Джеффри Эпштейна. Ссылаясь на репортаж MSNBC 1992 года о вечеринках Мар-а-Лаго с участием Эпштейна. Он также заявил, что файлы Эпштейна не опубликуются из-за компромата на Трампа и призвал к импичменту президента, предложив вице-президента Джи Ди Венса в качестве замены. Маск выступил против тарифной войны и внешней политики Трампа, включая его подход к конфликту на Украине и отношения конфликту в Украине и отношения с Китаем. В марте 2025 года разгорелся скандал, когда Пентагон предоставил Маску доступ к секретным планам США на случай конфликта с Китаем, что вызвало недовольство в администрации. Некоторые источники, например, телеграм-каналы разные, указывают, что нападки Маска на Трампа могут быть связаны с его прежней поддержкой демократической партии, что воспринимается как игра на стороне демократов. Уход Маска из Доги. Маск покинул пост главы Доги 30 мая 2025 года из-за ограничения для специальных госслужащих, которые не могут работать более 130 дней в году. Его уход сопровождался протестами против Tesla, снижением акций компании на 14% и критикой за массовые увольнения госслужащих, около 260 тысяч человек. На прощальной пресс-конференции Трамп хвалил Маска, но уже тогда появились слухи о напряженности. Особенно после замечания о черном пятне вокруг глаза Маска, что некоторые интерпретировали как намек на конфликт. Вы все видели, наверное, синяк под глазом у Илона Маска. 28 мая 2025 года Маск публично раскритиковал законопроект Трампа, назвав его свинячим и мерзким. 30 мая 2025 года, это ключевые события, Маск официально покинул Доги. На пресс-конференции Трамп вручил ему символический золотой ключ, но уже тогда отношения были напряженными. 5 июня 2025 года на встрече с канцлером, как было сказано выше, с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, Трамп открыто заявил о разочаровании в Маске, обвинив его неэффективность и угрожая отменой субсидий. 5-6 июня 2025 Маск ответил в соцсетях X, обвинив Трампа в связях с Эпштейном и призвал к импичменту. Он также сделал репост с призывом о создании третьей партии. 6 июня 2025 года конфликт обрушил акции Tesla на 9-14%, что стоило Маску $34 миллиарда за день. Советники Трампа, по данным политика, организовали телефонный разговор для примирения.
но его результаты пока неизвестны. Дело в том, друзья, что, на мой взгляд, друзья, на мой взгляд, Илон Маск находится под мощным психологическим воздействием, на мой взгляд. И сейчас, когда Дональд Трамп фактически при встрече с Фридрихом Мерцем сказал, что мы предпримем очень жесткие, очень-очень жесткие меры в отношении России, что если Путин не угомонится, Илон Маск пошел в атаку на президента Дональда Трампа. И это, знаете, навлекает меня на мысли. Я полагаю, у него, как просачивалась информация из средств массовой информации, у Илона Маска там 14, по-моему, детей, огромное количество женщин, жен, там, бывших, действующих, там одновременно несколько романов у него, как пресса сообщает. И он находится под воздействием, я считаю. Я непосредственно сам сталкиваюсь, вот в данный момент я нахожусь вот в таком же положении, как Илон Маск. Только в отличие от Илона Маска, ну, я понимаю, что происходит. Возможно, Илон Маск понимает. Но сейчас уже из Илона Маска начали лепить какую-то фигуру. Обратите внимание, российские каналы, YouTube-каналы, рассказывают о том, что отец Илона Маска собирается принять ислам, что они промусульманские там, и так далее, и так далее. И вот везде появляется вот этот российский ислам, духовное управление мусульман, то есть отдел ФСБ, и сейчас активно натравливают. Да, мы все знаем, кто такой вот этот Эпштейн. Это какой-то сутенер, который там представлял там свой остров, где там развлекались, употребляли разные наркотические вещества люди, там развлекались, все звезды туда приезжали. Ну, короче говоря, там, как обычно делают богатые люди, там развлекались. И сейчас на президента Соединенных Штатов Америки Илон Маск вот, в самое время, когда у Трампа произошло озарение, когда он начал принимать такие жесткие, ну, использовать жесткие термины, и видно, что происходят какие-то такие тектонические изменения в сознании Дональда Трампа в отношении террориста Путина. Илон Маск делает такие нападки, такие оскорбления, и именно то же самое делали русские, когда вот только-только Трамп приходил к власти. Помните, они его жену, ее какие-то старые фотографии, там, когда она была моделью, и эти фотографии выкладывали прям на «Россия-24», по-моему, этот канал называется. И, ну, как бы на репутацию Трампа пытаются воздействовать. Это излюбленная тактика российских спецслужб, наверное, не только российских, но вот мы видим вот абсолютную аморальность и беспринципность российских спецслужб, в частности ФСБ. И сейчас Маск такие вещи начинает говорить. Это для нас, для всех, для Украины, для всего человечества цивилизованного. Это не очень хорошо. Поэтому я целиком и полностью буду поддерживать Дональда Трампа в этом конфликте. Да и вообще, я теперь не дам больше в обиду Дональда Трампа. Хотя я его и так не давал обижать. Мне не нравилось, что он начал заигрывать с Путиным, пытался как-то с ними разговаривать, договариваться. И у него в голове было, что он договорится, что Путин адекватный и так далее. Нет, это абсолютные аморальные ублюдки и террористы. С ними бесполезно договариваться. Ну, Трампу нужно было, наверное, 6 месяцев, чтобы убедиться в этом. Сейчас он, мне кажется, уже в этом убедился. И сейчас то, что делает Илон Маск, это вред Соединенным Штатам, вред нам всем. И это очень сильно радует русских. Русские спецслужбы, конечно же, я имею в виду. Поэтому как-то так.
Да, Илон Маск зиговал, вы правильно говорите, Иркин, абсолютно так. Зиговал, и мне казалось, что таким образом Илон Маск хочет расшатать вот это немецкое политическое пространство, несмотря на то, ну, я думал, что они хотят там перехватить инициативу у русских, там, начать сами финансировать этих правых, которые здесь в Германии есть, которые на самом деле имеют определенную поддержку среди немецкого населения. Потому что ложь, обман, вот эта вся сложная система политическая людям надоела. Ну и Россия еще умеет использовать разные проблемы, разные минусы в стране для того, чтобы манипулировать общественным сознанием, мнением. И вот он, да, он применил вот этот жест и таким образом фактически поддержал вот этих товарищей. И это тоже в копилку. Теперь это уже можно рассматривать уже, что не просто так. И знаете, я еще тогда написал пост, я еще думал об этом, стоит ли мне его публиковать или нет. Ну, как говорится, Платон мне друг, но истина дороже. И я сейчас постараюсь его найти, этот пост. В этом посту сейчас, я думаю, найду сейчас быстренько. Сейчас, одну секунду, это может еще не тут. Здесь у нас произошел наезд на людей в Рождество. И наехавший на машине оказался сторонником Илона Маска. Сейчас я уже могу долго искать. Ну. Короче говоря, произошел такой неприятный и момент, когда получилось так, что как будто, знаете, есть пазловое программирование человека, когда вам из разных источников информации поступают разная, на первый взгляд, вроде бы не связанная друг с другом информация абсолютно разных источников, независимых друг от друга источников. И когда эта информация поступает в вашу голову, вы приходите к определенной мысли. И эти пазлы, которые вам приходят из разных источников, и вроде бы кажется, случайно они приходят, но они приходят в один определенный момент, что у вас складывается определенная единая целая картина о чем-то. И люди, подверженные вот этому воздействию, которые оказывают российские спецслужбы, психически неуравновешенные, которых тоже ведут, специально их ведут, они постоянно под контролем находятся спецслужб. И им разные вот эти информационные пазлы приходят. И последний пазл, когда складывается, он приводит человека к определенному принятию решения, которое заставляет его действовать так или иначе. И ему абсолютно кажется, что это его решение, и за это оно и самое опасное, когда ему кажется, что вот так это он сам пришел к этому мнению и так далее. И вот получилось так, что Илон Маск, вот это, по-моему, был этот текст, все, я, кажется, нашел его. Вот я его сейчас вам зачитаю. И в этот момент как раз произошел наезд в Магдебурге, в городе Магдебурге, Германии, 20 декабря. На фоне рождественских огней в Магдебурге мир снова оказался потрясен жестоким актом насилия. Талиб А, гражданин Германии, бывший саудовец, сторонник крайне правой партии АФД и воинственный шиит-суннитофоб,
находясь в состоянии наркотического опьянения, врезался на машине в толпу людей. Итог: минимум 5 погибших, включая ребенка, и более 200 раненых, многие из которых находятся на грани жизни и смерти. Этот акт жестокой бесчеловечности произошел всего через несколько часов после того, как сторонник АФД Илон Маск выразил свою поддержку этой радикальной организации на своей платформе X. Сложившаяся ситуация вызывает прямые ассоциации с фильмом «Расследование. Воздействие», где рассказывалось о манипуляции сознанием через пазловое кодирование, приводящее к самоубийственным террористическим атакам. Но уверен, это всего лишь совпадение. Магдебургский теракт не единичный случай, а лишь часть глобальной стратегии дестабилизации, тщательно разработанной и реализуемой российскими спецслужбами. В этой трагедии очевидно прослеживается стремление манипулировать уязвимыми группами населения, в данном случае мигрантами, и усугубить разногласия внутри Европы. Также был случай, вспомним, 11 апреля 2017 года, когда Сергей В., русский из Челябинска, взорвал автобус футбольного клуба «Боруссия Дортмунд». Сразу после теракта он попытался сбить следствие с толку, распространив записку, в которой утверждал, что за атакой стоит ИГИЛ. Судебные органы, возможно, по политическим причинам или из-за недостатка доказательств не нашли русского следа. Но я не сомневаюсь, за этими терактами, как тогда, так и сейчас, стоит Россия. Эти не случайные вспышки насилия, не что иное, как управляемый хаос. ФСБ и ее вооруженные силы работают по четкому плану: дестабилизировать, манипулировать, использовать любой случай для удара по Европе. Россия и ее спецслужбы — людоед, чьи длинные уши торчат за каждым актом терроризма. Аслан Арцуев, председатель правозащитной ассоциации Human Rights Center Ичкерия, 22 декабря 2024 года. Я считаю, друзья, что это очень рабочая схема. Я имею в виду, что как российские спецслужбы воздействуют на людей. Это работает. Я уверен, что это работает, что они так воздействуют на людей. И я допускаю с большой долей вероятностью, что Илон Маск находится под этим воздействием. Кто-то, может, не поймет, что я говорю. Это очень трудно понять, когда вы не сталкивались с этим непосредственно. И обычно, чаще всего, это происходит через женщин, через авторитетов. Это может быть мама, это может быть жена, это может быть подруга, это может быть какие-нибудь родственники. Вот каким-то вот образом именно работа с психологией, психикой женщин оказывается это воздействие. И особенно если эти женщины, они необразованные, если они имеют определенные свои установки, паттерны такие, так называемые, им вообще, им кажется это, что их мысль, что они какие-то там что-то понимают и так далее. И это приводит к большой беде, катастрофе. Поэтому, если есть возможность, я посоветовал бы американским спецслужбам обратить внимание на эти воздействия, на эти моменты и заняться разбирательством этого, потому что Илон Маск может оказаться, а он такой обласканный женским вниманием, много вокруг него женщин. И поэтому, может быть, он находится под этим воздействием. Конечно, это может быть и совпадение. Но вот такие вот вещи, когда происходят с учетом личного опыта, личной вот этой ситуации, которая вокруг меня разворачивается, я могу сказать, что это не разговоры, это не брехня, это не туфта. Это все... Это очень, знаете, и у нас в чеченском обществе женщины, они вообще отдельный параллельный мир. Если они от нас скрывают что-то, это как бы, чтобы не беспокоить, там, чтобы там еще там что-то, чтобы конфликтной ситуации не было. И это такая особая среда для российских спецслужб. И я знаю, что есть ФСБшники, которые специализируются именно на женщинах. Именно на женщинах.
и которые там дружат, там помогают, а у женщин, а некоторые женщины, вы меня простите, женщины, конечно, очень коварные бывают женщины, очень коварные. И для достижения своих целей, для там завоевания какого-то мужчины или сохранения своего мужчины, там не отдать его в другую семью, там и так далее, и так далее. Это как бы некоторые женщины готовы на очень подлые поступки, абсолютно аморальные поступки. Не хочу вдаваться в подробности. И очень много в семьях, кто противостоит фашистской России и террористической банде ФСБ, происходят эти события. И не только кто противостоит. Ну, кем они недовольны, кого они берут в разработку. Причем это могут быть и их люди. То есть люди, которые им доверяют, которые считают, что они там ничего плохого им не делают. Они могут их использовать для того, чтобы их задействовать, ну, просто как использовать их, просто пустить в расход. И я знаю, что есть определенные направления ФСБшников, которые занимаются именно женщинами. Вот у них контакты с женщинами постоянные, они там, ну, в человеческом смысле контакты там поддерживают их там информацией, там помогают деньгами, еще чем-то там. А женщина, если ее там муж, у нас еще такая есть нехорошая традиция у чеченцев, что женщине ничего нельзя, а мужчине все можно. И с этим у нас убежденно вырастают мужчины. Они считают, что им все можно, им можно и гулять можно, и бухать можно, и жен много заводить можно, и там, и так далее, и так далее. Главное, там, 2 волоса отпустил, иншаллах, машаллах сказал, все как бы по исламу можно и так далее. На самом деле это, ну, полное такое, такая вот нехорошая такая вещь существует в чеченском обществе, да. И женщину, которую обидели, она очень опасна. Она очень опасна. Она ничего не видит, у нее кроме ненависти нет ничего, и ее можно очень легко использовать. И такие случаи очень много просто происходили. И я этот момент немного упустил, но дело в том, что я просто полностью изолирован, я ни с кем не поддерживаю отношения практически. И в этом смысле я как бы не чувствую всего. Но ФСБ, видимо, работает. И много таких вещей происходило с моими друзьями, в их семьях происходило, с моими там, оппонентами, с их семьями, которые тоже как бы против ФСБ или пытались, например, играться. Я вижу один очень тоже показательный пример. Слишком много, чтобы сказать, что это совпадение. Я просто не верю в это. Что не может быть таких совпадений. Плюс и вот этот фильм «Воздействие» очень подробно все рассказывает. Знаете, и вот есть Цуцуев такой есть один в Бельгии парень. И вот этот парень, у него было очень такое мощное такое на него воздействие, а он пытается заигрывать с этой гибней, с ФСБ, пытается их обхитрить, там что-то там. Они, видимо, его на что-то толкают, пытаются из него там сделать какой-то инструмент для своих нужд, использовать его и пустить в расход. Он, видимо, пытается хитрить там где-то. Они же прекрасно и на таких управу находят. Они же не в первый раз Цуцуев их пытается там хитрить. Там. Да, таких тысячи, миллионы было, кто их пытался хитрить. Также у меня с одним еще другом произошло. Он не чеченец, он еврей по национальности. У него произошли большие проблемы с семьей, с работой. Ну, совсем катастрофа просто у человека случилась. Поэтому вот такие вот вещи происходят. И я считаю, что очень даже допускаю, что Илон Маск находится вот именно вот в этой сейчас разработке, и это опасно. Опасно и для Америки, и для него самого Илона Маска это опасно. И это очень сложная задача, которую, ну, ее можно абсолютно спокойно решить. И главное, понимать, откуда идет. Но если ты не понимаешь, откуда идет вот эта вся тебе угроза, то да, тогда это
сложно решается. Особенно если окружают тебя тупые люди, которые не понимают, что им говорят. Это очень трудно тупому, необразованному человеку это все доказать, объяснить. Как-то так. Как-то так. Вот Франки Саул говорит конспирология. Ничего ты не знаешь, я тебе скажу. Вот просто тебе скажу. Ты абсолютно не понял, что тебе сказали. Поэтому ясно с тобой. Ладно, все, проехали. Все. Думаю, начался третий этап развала Российской империи. Да, я надеюсь. От наркомана все можно ожидать, говорит Эркин. Но наркотики это может быть дополнительным стимулом. Знаете, и все, конечно же, сопровождается психологами. Сперва составляется полностью ваш психологический портрет, вы полностью изучаетесь. И наркотики, они как бы раскрывают определенные качества человека. И для воздействия ему можно подсовывать эти наркотики. Это делают психологи. Вам могут сказать, вот там, рекомендую вот в этом направлении, это вам очень поможет, так, и все. И для восприятия, чтобы у него вот это воздействие происходило легче, и защитная вот эта его аура не работала, чтобы его мозг был отключен, играют, знаете, не на мозгах играют, а на инстинктах, мне кажется, это так делается. Это пока не столкнетесь, не поймете, и кто-то не поймет. Но такая вот работа ведется. Слава богу, я это спокойно перенес, потому что я абсолютно одиночка. Мне абсолютно комфортно находиться абсолютно одному. Хоть 100 лет могу находиться. И ничего воздействия просто могу не воспринимать. В этом смысле мне полегче. Да, об этом воздействии нужно говорить больше и шире. Да, good day. Это есть такое. И это вот тут пишет чувак, который не понимает просто, о чем говорю. Там, конспирология там, и так далее. Это просто так поверхностное такое. Не, об этом. Нет, это не так. Абсолютно это не так. Что вот там он думает, чем Илон Маск там суперинтеллектуал, да, может IQ чуть-чуть выше у него, чем у среднестатистического человека, ну даже если он гений, они на самом деле они самые такие на голову. Поэтому как-то так. Это воздействие, это есть, это работает. Я знаю, что это работает, друзья. Просто нужно избавиться от всех, закрыться и, короче, заниматься своим делом. Тогда они не смогут. Это бесовщина самая настоящая. Месси, Марнаш, Побал, Дуэль, Бо, Эмин, Гурб, Побал, Дуэль, Ха, Месси. Самый важный человек, Фанки Сул, это президент Соединенных Штатов Америки, великий Дональд Трамп. Ясно тебе? Какой-то там изобретатель, там, чего он там, PayPal изобрел, там, Теслу изобрел, да? Ну да, грамотный человек. Я думаю, ему правительство США помогает в этом, и он конкретные деньги получает от США. Да, талантливый, да, умный человек. Бесспорно, конечно же, талантливый, конечно же, умный. Но, и знаете, еще вы как первопроходец, если вы попали вот именно в создание каких-нибудь вот программ, когда это стало востребовано, актуально, и вы, как бы, можно сказать, монополист в этой отрасли, вы быстренько разбогатеете и станете богатыми. Но это не значит, что вы станете умнее. Наоборот, вы можете быть очень умным, но став богатым, вот эти все проблемы, которые на вас взвалились, могут вас сделать, просто, мерзавцем, хамом, подонком.
Понимаете, истинное ваше лицо, или вы чувствуете себя, миллиарды, вам все говорят только то, что вам нравится. А это очень плохо, нужно ругать ее. Да, и столкнуться не поймут. Это нужно знать. И чтобы это знать, самому трудно догадаться. Если рождение тебя ведут, это, с рождения тебя ведут, это печально. Да, да, ну, не знаю, с рождения нет необходимости вести, но если есть человек, авторитет у вас, который на вас воздействует, могут через него действовать, понимаете, могут действовать через него. Поэтому будьте независимым, и все будет отлично. Так, давайте. От ФСБ все можно ожидать. Да, самое подлое, самое ничтожное, самое низкое — это ФСБ. Вот от них это можно ожидать. Это можно ожидать. Добрый вечер. А у вас флаг Ичкерии? Да, совершенно верно. Это флаг Чеченской Республики Ичкерия. Я хотел спросить про теракт в Бостоне. Просто из-за этого пострадали 2 студента казаха. Они уже отсидели свои сроки. Но все-таки почему он на такое пошел, если, конечно, знаешь что-то? У меня есть моя гипотеза, моя версия. Я ее подробно изложил. Я не публиковал это все. Я считаю, что Тамерлан Царнаев и его мама, вот как раз вот это воздействие происходило через нее. Именно я считаю, что это Патрушев, этим специалист, ну, ФСБ, Дмитрий Кечкин, который сейчас является главарем УФСБ по Чеченской Республике, так называемой вот этой банды в нашей стране, временно оккупированной нашей стране. И была разрушена семья практически, там отец был демократических, продудаевских взглядов, их сына зовут Джахар, как мы понимаем, младшего сына, а через маму оказывалось давление, вот это религиозное воздействие оказывалось, и через сына, через самого Тамерлана, там много людей задействуется, это целая такая разработанная схема, это нужно... Ну, это нужно провести определенную работу следственным органам. И, ну, не хочу я просто все рассказывать. Я могу сказать, что это делается путем внушения. Вот это пазловое программирование, когда, вот, например, дети в школах, например, начинают расстреливать. Вы, наверное, смотрели этот фильм «Воздействие». Там рост убийств школьниками своих однокашников, своих детей, с кем они учатся, это происходит, ну, резко возросло за последние 30 лет, с момента развала Советского Союза. И этим занимается Русская Православная Церковь. В Русской Православной Церкви есть отдел, который занимается вот именно этим. Ну, и я считаю, что это не только Русская Православная Церковь, хотя Духовное управление мусульман России — это тоже Русская Православная Церковь, это один отдел ФСБ, просто разные там, видимо, направления, кабинеты. И просто одним говорят там Христос воскрес, другим говорят там Мухаммад, и все. И вот вся разница. Работа ведется одинаковое, воздействие оказывается. И от 1 года до 3 лет требуется, чтобы в школе начали дети убивать друг друга. Вот от 1 года до 3 лет требуется им, чтобы, если они берутся, они определяют район, определяют город, определяют район, определяют школу.
и потом уже из разных там, из журналов, с газет, сейчас интернет, это вообще очень легко делается. Через интернет находятся люди, легко внушаемые, это не на всех работает, это тоже правда. Но подвергаются вот этому терроризму, информационно-психологическому терроризму все. И оттуда вынимаются уже нужные тебе инструменты, которые поддались на это. Ну, кого-то больше можно заставить, но убить человека, да, переступить эту черту, заставить человека, это не так-то легко, мне кажется. Не каждый на это пойдет, скажем так. Но вот если его так внушить, а для того, чтобы ему внушить, еще одновременно происходит вот психологические потрясения в его семье. Понимаете? Отец с матерью разводятся, дома конфликты, ссоры, там какие-то там вещи происходят разные. Там мужчине, например, подсылают женщину, чтобы разрушить эту семью, например. И возникают конфликты. Потом эти же фото-видео посылают этой женщине. Это сплошь и рядом происходит. Ну, жене посылают. Там, чтобы ее там спровоцировать на конфликт, чтобы она стала. И вот в этот момент, в этой ситуации ребенок оказывается потрясен, ему уже жить не хочется, доводится до состояния, когда одновременно, когда идет конфликт между родителями, на ребенка оказывается вот давление, вот как на Тамерлана Цернаева, на мой взгляд, оказывалось давление. И в этот момент он погружается в религию, убегает от этого мира, от этих проблем. Потом на Кавказе идет каждый день, нам показывают теракты, убийства там, и так далее, и так далее. И в этот момент, например, Тамерлан Цернаев мог посчитать, что единственная его цель — это уйти из этой жизни там, и так далее. И вот он готов уже, все, созрел, все у него готово. И в этот момент он переезжает в Дагестан. Его там дальше обрабатывают, погибает его один друг, который там с ним рядом был. Потом дальше идет его вербовка, его ведут полностью. Я уверен просто, что вот вся группа, которая вот он в мечети там встречался, где-то там с людьми общался, это все делалось под контролем просто. Он находился, вот весь спектакль разыгрывался для него. Его друга убили тоже для этого. Потом убивают второго его друга. И вот в этот момент он уже все, он поклялся уже и своим друзьям, что он готов умереть там и так далее, и так далее. И они погибли. Ну и считаю, он уже как бы все, уже от этой жизни отказался. И в этот момент происходит подмена цели. Он врага видит Россию, но ему закладывается программа, все, он уже созрел для вот совершить вот эту самоубийственную какую-нибудь акцию. И в этот момент его врага, Россию, который убивает каждый день его друзей, убивает все, подменяют Америкой, например. И говорят, смотри, это не заодно. Вообще русскими управляют американцы. Полностью это все делают американцы там, и так далее, и так далее. И объясняют, что лучше это сделать, чтобы это громче было, там, я не знаю как, но какие-нибудь такие вещи, что это будет громче, это будет резонанснее, это лучше сделать так. И переправляют, уже сам он уже готов, созрел он, все, его друг погибли, друзья погибают каждый день, там он видит это все. И в этот момент подменяют просто ему цель. И он не на Россию нападает, потому что ему говорят, что Россия, это нам так это делали. Мы, чеченцы, это очень хорошо понимаем. Мы противостоим России, но нам вдалбливали, каждый день вдалбливали в голову, что все кафиры заодно. Там. Нам никто не объяснял геополитические вот эти все сложности, что там внутренние национальные интересы своих стран, что плевать, что там происходит у тебя, главное, чтобы вот в моей стране у этого правителя все было хорошо. Он не убивает никого, просто его ответственность, зона его юрисдикции, это вот это. И он не лезет туда. И нам объясняют, что все кафиры заодно, что какие все враги мусульман, что вот они все хотят уничтожить чеченцев, там всех мусульман уничтожить. И это все мы, чеченцы, весь народ это пережили. Мы находимся до сих пор под этим воздействием. И вот эта ситуация, когда тебе те соратники, которые фактически, наверное, я предполагаю, там, что так было, там убивают одного друга, другого, его там прячут, Тамерлана в Дагестане, с одной из конспиративной квартиры на другую, там, а все это агентура, допустим.
ну или же под контролем вот этих спецслужб это делается. И ему подменяют врага и говорят: смотрите, не это, надо там, туда идти, в Америку, там нужно сделать. И это будет супер, там, вот это будет громко, об этом все узнают и так далее. И все, готовая бомба, сам человек уже как подготовленный смертник, там, самоубийца, и ему подменяют цели, и он считает, что он делает против России, против своих исконных врагов. Все, вот это сделали с чеченским народом. Нам сказали, что все на земле враги. И вы все, ну, я имею в виду не чеченцы, которые наблюдали за этим, помогали, с Путиным десна целовались там и так далее, и так далее. Таким вот образом нам все преподносилось, вам преподносилось, что мы исламисты, террористы, убийцы, хотя мы просто хотели вот на таком маленьком клочке земли своем жить. Больше никого не трогали, мы никого не завоевывали, нам ничего не нужно было. Мы хотели просто жить, чтобы нас оставили в покое. Но весь мир нас цинично оставил один на один. Нам представили, что американцы убили Дудаева. Это тоже не случайно было сделано. Сделано было специально, чтобы спрятаться за Америкой. За спиной Америки спрятаться русские спецслужбы. Подстроили это так, внушили это нам так, что это за этим стоят. Дудаев был нашим национальным лидером, не просто президентом. Это был нашим национальным лидером. Мы все его любили. Все, там, ну, кто не за Россию, все любили Джохара. И ну, вот то так вот происходит очень большая такая сложная задача. И весь мир смотрел на это. Ну, это же террористы, исламисты. Фу-фу, подальше отойдем от них. Ну, а мы смотрим, а что мы такого делаем? Мы никакие не исламисты, мы не террористы. Они нас не любят, потому что мы мусульмане. Вот в чем дело. Ясно. Тогда, вот тогда они все заодно. Да, кто-то не любит нас за то, что мы мусульмане. Но они нас не бомбят. Но нам представляют, что они нам. И вот это укоренили в чеченском сознании. Когда вы находитесь, когда семья разрушается, вот когда ребенок находится в этом состоянии, когда его сознание легко воздействует на его сознание, вот в этот момент весь чеченский народ находился в этом состоянии. Мы не знали, к кому обращаться. Мы кричали этому миру. Чеченцы особо не любят жаловаться, не любят высказывать то, что вот внутри их. Но это происходило с нами. И вот такая вот подлая, такая вероломная, такая ничтожная, вот такая вот над нами был такой эксперимент над нами поставлен. Поэтому вот я вот долго рассказываю это, но я хочу просто, чтобы вы поняли, что произошло с нашим народом, произошло. И нам нужно долгий курс реабилитации приходить в себя. И некоторые люди, которые сейчас там в Сирию поехали воевать, это все была замануха. Все заманивали нас, заманивали наше сопротивление. Да, мы мусульмане, а когда мусульманин умирает, он говорит «Ла илля илля», или Аллаху Акбар, или там Бисмиллахи Рахмани Рахим. Это наша религия так нам велит говорить. Это, мы это изучаем, да, с детства нам это прививается. Как у христиан там Отче наш, там, Господи, спаси, сохрани, там разные есть свои, у иудеев есть свои, у буддистов есть свое. Когда вы на грани смерти, жизни, на войне, как говорится, нет атеистов. Когда вот в этот момент вы вызываете к Богу. А вам говорят: вот смотрите, это же исламисты. Вот видите, это исламист, это фашист. Вот такая вот беда с нами случилась. Вот такая вот работа над нами проведена. Так. Я думаю, это было все спланировано фашистской Российской Федерацией, КГБ. Я надеюсь, будет перерасследовано.
Я тоже надеюсь. Я, знаешь, я не хочу, чтобы на американцах осталось пятно того, что американцы причастны к убийству Джохара Дудаева. Я очень объективно подошел к этому вопросу, когда изучал. И если бы была малейшая зацепка, я бы указал бы. Я там указал, когда писал этот текст, что американцы, Клинтон, ну, как бы не обращал внимания на чеченцев. Это внутреннее дело России, он сказал. Это не значит убить Джохара Дудаева. До этого русские пытались убить Джохара Дудаева. И то, что решить вопрос малой кровью, который тоже использовался, и нам этот нарратив вбивался везде, он тоже был ретроспективно использован. Знаете, он это сказал, Клинтон, в самом начале войны. Он сказал, что чтобы не было большой крови, нужно решить, чтобы не вводились танки. Имелось в виду не начинать большую войну. Но это уже использовалось, когда уже Джохара убили. То, что он сказал в 1994 году, Клинтон, перед самым началом войны, было использовано, он человек, да, Клинтон, он же не может предсказывать, что за 10 лет или через 2 года его слова могут интерпретировать так, а там люди работают, гибня работает. Он это говорит вначале, чтобы не вводили широкомасштабно, типа попробуйте там какой-нибудь там операции решить. Зачем? Вот в этом смысле он, наверное, имел в виду. Но когда через 2 года Джохар погиб, через 1,5 года, да, в 96-м, он это в 94-м говорит в конце, и в апреле 96-го года, буквально после сразу гибели Джохара Дудаева, его слова достаются оттуда с 94-го года и используются, что вот сейчас малой кровью, то есть убейте Дудаева и давайте на этом закроем. Это подсознательно, никто прямо об этом не говорит. Ну, как бы намекают на то, что вот он это имел в виду. Но он этого не говорил в 96-м году. И эта фраза была вырвана оттуда. И это потом ты понимаешь, что это целая составленная такая картина была, чтобы нас, чеченцев, настроить против Америки. И я никогда не верил, если честно, я никогда не верил, что это сделали американцы. И когда этот Кавказ-центр опубликовал вот эту фотографию, фейковую, ложную, я тогда вначале удивился, я читал этот Кавказ-центр, и он на меня воздействовал через этот Кавказ-центр, я полагаю, полностью. Я тоже находился под этим воздействием, как и весь мой чеченский народ, который интересовался вот этой политикой, вот этим положением нашим. И я не хотел бы, чтобы это осталось на американцах. Я хочу дружить с американцами, и я знаю, что американцы этого не делали. Я хочу, чтобы мы в американских глазах не остались Царнаевыми, которые совершили этот акт. И его дядя, Руслан Царнаев, Руслан Царни, который тоже был абсолютно демократических взглядов, который был проамериканский, продудаевский, проичкерийский. Его выставили тоже каким-то бандитом, преступником, ну, его племянники. И сейчас я утверждаю, что в отношении меня хотят сделать то же самое, но в отношении евреев. Я утверждаю это, ты об этом знаешь. Они хотят меня выставить как Руслана Царнаева, кого-нибудь из моей правозащитной ассоциации, из моих родственников, да, которыми я ни с кем не поддерживаю отношения, уже давно. И представить меня, как будто я антисемит, и какой-то я плохой против евреев там и так далее, чтобы вот этим воспользоваться и уничтожить вот тот мостик, который я пытаюсь наладить между евреями, чеченцами, американцами, чеченцами, Западом, Европой, немцами, чеченцами. Вот этот мостик нужно уничтожить. И нужно уничтожить, а уже многого мы сделали. Уже чеченцы абсолютно по-другому смотрят на евреев, на Израиль, хотя столько пропаганды, и сейчас это не самое лучшее время, чтобы налаживать мосты, потому что идет война, очень жесткая война, очень тяжелая война и для Израиля, и для арабов.
И в этот момент это очень сложно. Но, как вы видите, наши подписчики, наши единомышленники постоянно поддерживают Израиль, выражают, может, некоторые действия Цахал, может, не поддерживает, но понимают, что евреи имеют право на свое государство, имеют право жить, как все люди, и это как бы меняет ситуацию. Сейчас, если эта война закончится, успокоится, когда-нибудь же мир наступит на этой земле, на этой священной земле. И тогда это все уйдет, вот эта вся пропаганда, которую накручивают. И останется только хорошее. Останется, что можно дружить, созидать, вместе как-то сосуществовать. Деваться нам и так некуда. Мы живем на этой маленькой планете, и нам в любом случае придется сосуществовать. Поэтому вот как-то так. Как-то так. Поэтому вот я вижу, что пытаются вот меня выставить, не просто меня уничтожить, нужно меня еще представить врагом евреев, врагом Америки, врагом, и что я какой-то лицемер, что я обманывал всех. Это вот так хотят представить. И я это раскусил, на мой взгляд. Я раскусил, и не будем дальше уходить в это. И все будет отлично. Да, Алмула. Да, Алмула. Надо с молодежью работать. Совершенно верно, Иркин, нужно работать с молодежью. Но смотрите, я, например, пытаюсь работать, да, я каждый день провожу стримы, я пытаюсь как-то людям объяснять. Но меня представляют, кем меня только не представляют. Сейчас они начали новую тему распускать, что я потомственный НКВДшник, ФСБшник, КГБшник распускают. Уже там они комментарии пишут, там мне какие-то родственник мой, который с детства меня знает, с детства, который прекрасно знает, чем мы дышим, что мы едим, абсолютно знает. Он мне рассказывает, что про тебя говорят ФСБшник, туда-сюда. А он сам прорусский. Вот этот чувак мне рассказывает, он сам прорусский. Понимаете? И они вот закладывают эту мину, пытаются вот, кем только меня не называли. Там, да, ну, вспомните все эти случаи, там, вот их работа такая, потому что я не вписываюсь в вот эту систему, которую КГБ построила. Я ее отвергаю. Я независимый человек. Я не признаю их. Я пытаюсь анализировать, пытаюсь понять, что происходит. И вот меня нужно запачкать. И канал мой запрещают. Вот, ну скажите, вот у нас 100 тысяч подписчиков стало недавно, да, недавно буквально мы 36 тысяч, 35 тысяч подписчиков было, несколько лет у меня это стояло. Каждый день они списывали только, мой канал абсолютно игнорировался Ютубом, всем, кому только нужно, хотя я вроде бы и пытался лучше сделать и так далее. А миллионники, сотни тысяч у людей эти подписчики на России не запрещаются. Вот задумайтесь, почему это так происходит? Потому что это все встроено в систему, это устраивает. Кто-то полезный идиот просто, который не работает он на них, но он просто делает то, что программа ему заложена, и он все устраивает. Его в нужный момент пустят в расход, но пока он устраивает. А вот мы вырываемся вот из этой матрицы, и поэтому нам мешает. Поэтому очень трудно работать с молодежью, когда этой молодежи рассказывают, что ты, например, там, против мусульман, что ты там, куплен евреями, что тебе евреи заплатили деньги, и ты говоришь это потому, что тебе заплатили за это. Там, что я там антитеррор, помните, этот чувак откровенно там гонит на ислам, ну, короче говоря, вот это все как бы у людей складывается. И когда человек услышал что-то, он просто не смотрит, он смотрит, что ему приятнее, что ему понятней. И вот такие вот вещи распускаются, слухи. И это трудно. Трудно доносить информацию, но, как говорится, явилась истина и сгинула ложь. Воистину ложь обречена на погибель. И я думаю, пока я буду честен сам с собой перед Богом, мне остальное уже и не важно. А с молодежью нужно работать. Нужно. Всем нам нужно работать. С молодежью объяснять им.
Клинтону было все равно на чеченцев. Да, Вильна Ичкерия. Ну, знаешь, такая ситуация была. Я это писал, не развернуто, я очень много прочитал на эту тему, но я не стал все это вписывать туда, потому что это, ну, как бы не очень было. Было важно, что развалился Советский Союз. И этот Советский Союз американцам нужно было просто кровь из носу взять под контроль. 91-й, 2-й, 3-й, 4-й года. И маленькая война, которую русские там затеяли на Кавказе, для американцев она не столько имела значения, потому что маленький СССР Югославия нужно было взять под контроль. Нужно было заключить договора с Россией по ядерному вот этому их вооружению. Биологическое, бактериологическое, там, химическое оружие, которое Ельцин сам сказал, мы готовы все это отдать там и так далее, и так далее. Это все нужно было американцам. Более того, Советский Союз, который находился полностью под санкциями там, и так далее, как мы знаем, обладал колоссальными ресурсами, природными ресурсами. И американцы, и англичане, и все тут на Западе, и французы, и немцы, все стремились завладеть этим. Что думали, вот это бедный русский советский народ, который находится под гнетом вот этой глупой коммунистической идеологии. И что если эту идеологию убрать, эти люди спокойно потом станут нормальными, как здесь в Европе, на Западе, демократическими взглядами, свободными эти людьми станут. И у всех была эйфория. И нам, чеченцам, вот Аят Эдигов об этом неоднократно говорил, что подождите немного, они там станут демократами, подождите там туда-сюда там и так далее. Они не станут демократами. Там нужно поколениями их воспитывать, чтобы они понимали, что такое свобода, демократия и так далее. У них этого нет просто, понимаете? Это трудно понять человеку, у которого это на генетическом уровне, у которого это есть, без этого он жить не может. А они без этого никогда, этого свободы, демократии у них никогда не было. И это трудно им понять от Западу. И Клинтон, который на 4 года избирается президентом, которому кровь из носа нужно Европе вопросы решить, нужно всю атомное там оружие взять под контроль и так далее. Конечно же, нужно признавать, что вот эти великие державы, они очень циничны. К большому сожалению, да, это так. Это цинично. Но это не значит, что они убивали Дудаева. Вот ведь в чем фокус, понимаете? Если бы американцы просто нам не помогли, не помогли, плохо, плохо, что поделаешь? Мы же тоже американцам ничем не помогли. Ну и все. А если они убивают нашего лидера, помогают нас уничтожать, там, это уже как бы по-другому ты на это смотришь. Ага, а как это так? А мы что им сделали, чтобы они нас убивали? Понимаете? Вот, конечно, да, к большому сожалению, все циничные, все, особенно вот эти большие державы. И знаете, у американцев была дискуссия на эту тему. Была дискуссия. Они обсуждали эти вопросы, они говорили, не очень красиво получается. Объясняли, что мы мусульмане, что мы радикалы, что мы там исламисты. Потом у нас там головы отрезали, перерезали горло там. Пленным 4 российским солдатам, одному там перерезали, других застрелили. Это все как бы было. И в этом смысле, как бы, а что им помогать? Это же дикари. Вот так я имею, грубо говоря. Конечно, очень многие помогали. Очень многие хотели нам помочь. Рассчитывали, что мы сможем там как-то организоваться, что вот мы будем союзниками для США, и мы были бы ими. Но видите, вот в этом и весь секрет. Демократически настроенные чеченцы, прозападные, проамериканские, произраильские, про-немецкие, профранцузские, проанглийские, они не нужны. И они остаются, знаете, это, кстати, очень тоже важный момент, замечание. Было такое выражение в 68-м, по-моему, году. Киссинджер сказал, когда в Вьетнаме, там, Южный и Северный Вьетнам, они между собой боролись, коммунисты против антикоммунистов, проамериканский вьетнамец, а русский, помните, Хо Ши Мин такой был, на Академическое метро в Москве, есть памятник ему такой средний, большой такой памятник, средней величины такой.
И русские очень берегут своих вот этих людей просоветских, прокоммунистических, им памятники должное там отдают там туда-сюда там и так далее. А американцы упустили этот вот момент. И своего вот этого проамериканского его убили. Они попустительство просто с американской стороны было, как говорит Киссинджер, было попустительство. Ну, не приложили необходимых сил, чтобы сохранить своего союзника. И вот в 1968 году Киссинджер говорит, быть другом Америки опасно, нет, быть врагом Америки опасно, а другом смертельно опасно. Смертельно, фатально. Понимаете? Быть врагом опасно, а быть другом смертельно. Но он имел в виду, что если мы позволим вот так наших союзников, не защищая, дать уничтожать, что будут нас воспринимать вот таким вот образом. И никто не захочет с американцами дружить. Это репутация Америки пострадает. Он это вкладывал в 1968 году. Вот это выражение сейчас повторяют русские. Это выражение повторялось, когда убили Джохара Дудаева. Это выражение недавно вот еще один депутат повторял это выражение. Быть врагом Америки опасно, а другом фатально, смертельно. И все скажут, а зачем дружить с Америкой? Вот я, например, вот вы видите, я открыто, абсолютно независимый человек. Абсолютно, 100%. Я и на Коране могу поклясться, и на детекторе лжи пройти. Никто мне не платит денег, никто меня не заставляет вешать этот флаг американский. Я сам звоню своему американскому другу, вот Эд здесь не даст соврать, и говорю, Эд, можно я подниму ваш флаг? Ты как американец даешь мне добро? Чтобы, ну, соблюсти формальность, чтобы, а ты кто такой мне, какой-то американец подойдет и скажет, что ты наш флаг поднимаешь? Он говорит, да, конечно, я сам это делаю, не за деньги, ничего, потому что я хочу наладить эти мосты. Я хочу, чтобы мы не представляли здесь радикалами, исламистами. Ну, я так вижу эту борьбу и таким вот образом пытаюсь бороться за репутацию нашу, за то, чтобы нас реабилитировать в глазах и Америки, и всего мира. И вот меня, например, ликвидируют. И сделают так, что замешаны будут евреи. Понимаете? Потому что и про русских евреев достаточно. Ну и евреи могут просто, ну как бы, как когда-то вот по этому вьетнамскому политическому лидеру, ну, попустительствовать. Где-то там как-то их подставят. Можно просто своих карманных евреев российских задействовать. Вот меня ликвидируют, допустим. И все вы после моей смерти, а я-то уже не смогу вам уже ничего рассказать, да, стримов больше не будет. И вы все представите, вот смотрите, как он вот лез к ним там, все постоянно, Израиль хай, God bless Америка там и так далее, и так далее. А его взяли, они же убили. И на десятилетие у чеченцев в голове останется. Ага, вот что значит. И потом эта же фраза будет. Быть, она вырвана из контекста и полностью искажает смысл, что имел в виду Киссинджер. Он наоборот говорил, мы так не должны себя вести. Если мы так будем себя вести, мы останемся просто без союзников. А Америка, которая мировая держава, она не может быть без союзников. Понимаете? Если она будет без союзников, она просто закроется в себе, она перестанет быть мировой великой державой. А она только развивается. Они просто хотят внутри порядок навести, потому что они поняли, что бардак вообще со всех сторон. Они все это КГБ к себе пустили в 91 году. И не только, там есть и Китай, есть там врагов у Америки там полно конкурентов. Поэтому вот таким вот образом нас пытаются вот сделать, ну, не дать нам налаживать контакты. Не давать налаживать контакты. Вот в чем вся вот это интереснейшее мое наблюдение, которое я пытаюсь с вами поделиться, чтобы вы об этом тоже знали. Понимаете? Не забудьте, кстати говоря, вот этот мой стрим
чтобы в случае чего вы вспомнили, что я говорил. Поэтому я не считаю, что мне евреи или американцы нанесут вреда. Я так не считаю. Еще говорят некоторые люди до сих пор, что евреи начали войну в Чечне. Да, Вильна Ичкерия, абсолютно. Это распространяется упорно, это любимые методы. Если бы сейчас Путин победил бы в Украине, это было бы возвращение в родную гавань, там, собиратель земель русских, Владимир и так далее. А вот не пошло, а это евреи замутили. Англичане, американцы, евреи. Вон, видите, там евреи, ага, тут евреи. Все это как бы у них излюбленный метод. И сейчас, кстати говоря, на глубинном уровне, не просто поверхностно так профессионально, знаете, на долгосрочную я вижу, сейчас антисемитизм развивается на России. Все вот эти исламские каналы, вы в конце, в описании заходите и смотрите, там Россия указана бывает чаще всего этих каналов. Это абсолютно антисемитский, что там детей едят, какие жертвоприношения делают, там какие-то ужасы там страшные начинают рассказывать. А на фоне этой войны, на фоне вот тех событий, которые сейчас происходят, это очень хорошо ложится в головы людей. И вы увидите, ко мне заходят защитники мусульман, защитники русские, которые вчера радовались каждый божий день нас по телевизору показывали, как убивают. Каждый божий день. 1, 2, 3 убитых, там и трупы таскают, и голые их, и разорванные, и такие, и сякие. И это все каждый день русские. И ни один из них не говорил, что вот вы убиваете людей, что вы делаете. А теперь они как забеспокоились они все. Как они начинают беспокоиться. Ой, ты не мусульманин, мне говорят. Ты чего это? Туда-сюда. Потому что я не поддерживаю их пропаганду. И я вижу, что на таком, на глубинном, таком, на советском, проверенном уже опыте, они ведут вот пропаганду антисемитскую такую, зло такое, во всех сторон зло. И я уверен, есть евреи, как кадыровцы, мудыровцы, которые точно так же за мелкую вот эту похлебку, которую им подкидывают, они будут это все таким вот образом представлять евреев. Вот заново такой возрождается такой махровый советский антисемитизм. Да? И мы должны с этим бороться, мы не должны поддаваться. Мы должны разбираться вот в этом во всем. Это трудно, идти против течения трудно, очень. Когда хочется сказать, да пошли вы все к черту, зачем это мне нужно. Но это нужно, и мне нужно, и всем нам это нужно. Потому что если мы закроем глаза на то, что делают сегодня с евреями, завтра, а вчера закрывали глаза, что делали над нами, завтра опять над нами будут делать, и все опять закроют глаза. Нету чужого зла, чужого горя. Это все касается, все возвращается. Так, кстати говоря, все религии об этом говорят и учат нас этому. Это антисемитизм, да. Все виноваты, кроме русских. Да, да, Лам. Именно так нас хотят представить. Да, сегодня что-то с нашим каналом, и канал, либо сегодня тролли, тролли сегодня на отдыхе, видимо. Троллятина сегодня отдыхает. Как-то так, друзья. Как-то так. Я надеюсь, я смог вам объяснить все, что я думаю. И запомните это, друзья. Пожалуйста, распространяйте ссылку на наш стрим. Видимо, сегодня на России мой канал найти сложно, и россияне не так часто ко мне сегодня заходят. И сегодня как-то
Странно, да? Так, да. Пятница на Рашке святой день. Но дело не в пятницу. В пятницу мы проводили стримы. И дело просто в том, что они не хотят, чтобы мы прорывали информационную блокаду. Сейчас, знаете, очень сильно сейчас все на Трампа гонят, что оказывается Илон Маск самый крутой парень на земле, короче. А видите, помните, вот этот Кадыров на Тесле или на Сайбертрак, он на этом их автомобиле ездил. И это была такая реклама, это воздействие, которое оказывалось на Илона Маска. Это тоже из одной из этой оперы, вот из одной из этой системы воздействия на Илона Маска, что вот он там, даже вот этот ужасный Кадыров там и так далее, Илон Маск-то, он хоть и считается гением, он-то внутренней кухни вот этой всей системы не знает. Хотя ему следует с этим поближе познакомиться, и было бы хорошо, если бы там нашлись люди, которые ему бы дали почитать литературу, дали бы объяснение, все, занялись бы им этим вопросом. Фанкисоль, ты абсолютно лживо один раз антисемитские высказывания сделал, второй раз антисемитские высказывания сделал, там конспирологией называешь то, что я говорю, и сейчас Карл Маркса называешь создатель коммунист евреем. Он не был евреем, Карл Маркс. Понимаешь, Карл Маркс был немцем. Понимаешь, немцем. Ленин был немцем. Понимаешь? Ленин, его окружение очень большое было немецкое, если на то пошло. Понимаешь? Поэтому тебе бан. Я просто антисемитов абсолютно не приемлю на своем канале. Вам нужно быть в другом месте. Хорошо? Салам алейкум, салам алейкум, чат. Алейк салам, позитрон, машволь. Да, якобы он сам передал ему эту машину. Причем это машину, которую можно отключить. Понимаете? Причем ее можно просто дистанционно отключить. Привет. Чем отличие коврово-бомбардировок Газы от сравнения с землей жилых кварталов с мирным населением Чечни? И там под предлогом уничтожения террористов делают это варварскими методами. Колор Зера. Привет. Отличие в том, что вы, русские, уничтожали нас, не давая нам права на свое государство. Ваши друзья-арабы, которые с вами в десна целуются, они так же, как и вы, такие же этнонационалисты и фашисты, которые отказывали евреям в своем государстве. И евреи защищаются, чтобы сохраниться, остаться в живых. Вот в этом разница. И евреи разрешали арабам иметь свое государство, арабы не разрешали иметь государство. Мы русским разрешали иметь свое государство, а русские не разрешали нам иметь свое государство. Вот в чем разница. Понимаешь? А тебе тоже бан. Все, пошел отсюда. Карл Маркс был немецким евреем, масоном 33 градуса. Я не знаю, какого там он градуса был, Карл Маркс, но кто-то в его семье был евреем. У евреев, как известно, по матери считается, что если он еврей. Но Карл Маркс был христианином.
и жил в Германии. И да, может быть, он написал этот труд. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, да, с ним вместе помогал ему писать этот труд. Может, это были немецкие спецслужбы, что я склонен считать. И это было просто эксперимент над советской Российской империей, чтобы из нее сделать какую-нибудь послушную себе систему. Но не получилось, не получилось. Как-то так. Друзья, я на этом свой стрим закончу. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Распространяйте ссылку на наш стрим. И все будет ичкерия. Адикюль маш оль. До свидания.